Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плеев. Смотрите в выпуске. 1 февраля Южная Осетия отмечает День осетинской науки. Осетинские добровольцы и военнослужащие с честью выполняют долг в СВО. Минздрав республики сообщает о необходимости донорской крови. Алан Гаглоев поздравил научное сообщество Южной Осетии с Днем осетинской науки. По словам президента республики, научные деятели являются элитой нашего общества, ценнейшим достоянием государства. Особенно Гаглоев отметил колоссальный труд сотрудников научно-исследовательского института по сохранению и развитию осетинского языка. Мы гордимся исследователями, стоявшими у истоков становления юго-осетинской науки, и горды тем, что нынешнее поколение научных деятелей успешно продолжает заложенные предшественниками незыблемые традиции. Итак, День осетинской науки отмечаем сегодня. Телекомпания ИР искренне присоединяется к поздравлениям в адрес научных деятелей. Мы чтим и уважаем бесценный созидательный труд отечественного научного сообщества. В научно-исследовательском институте имени Захара Ванеева сегодня прошла научно-практическая конференция. Подробности узнаем у Анны Гаевой. 1 февраля уже на протяжении 10 лет в Южной Осетии отмечается значимый праздник – День осетинской науки. К этому дню в научно-исследовательском институте имени Захара Ванеева прошла научно-практическая конференция. Поздравительный адрес президента республики зачитал советник главы государства Константин Кочиев. Южная Осетия дала миру целую плеяду выдающихся ученых, которые внесли неоценимый вклад в развитие многих фундаментальных наук. Мы гордимся исследователями, которые стояли у истоков становления юго-осетинской науки. Нынешнее поколение деятелей науки успешно продолжает славные традиции своих предшественников. От имени президента республики Алана Гаглоева государственных наград удостоены сотрудники научно-исследовательского института, внесшие ощутимый вклад в национальную науку. Со словами благодарности и искренними поздравлениями к своим коллегам обратился директор научно-исследовательского института Роберт Гаглоев, отметив при этом важность и значимость сегодняшнего праздника. С поздравлениями с сегодняшним днем в адрес всех присутствующих и в адрес вообще всех тех, которые занимаются наукой, с пожеланиями больших успехов и успехов в проведении даже сегодняшнего мероприятия. Наш институт проводил определенную работу, которая касалась как выполнения плановых работ, так и выпуска научной продукции, участия в научных конференциях республиканского, международного характера за пределами республики, и конференции, сессии, конгрессов и так далее, проведение определенных изыскательских работ пока что по археологии. На конференции были заслушаны исследовательские работы сотрудников института. Охват тем научных исследований самый широкий, от нарских сказаний вплоть до маркетинга. После каждого доклада научные деятели имели возможность дискуссии по тому или иному вопросу. В современном осетинском языке система отрицания строится по типу мононегативных языков. Это значит, что на одну конструкцию используется одно отрицание. В данном языке был обнаружен ряд признаков, сближающих его с европейскими языками, чем и объясняются некоторые черты сходства между осетинским, русским и английским языками. Научные деятели Южной Осетии, выдающимися традициями просвещения, уже на протяжении многих десятилетий составляют авторитетную научную школу, напрямую влияя на укрепление позиций всех государственных институций в каждой сфере деятельности. Анна Гаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Сегодня Алан Гаглоев направил поздравительный адрес патриарху Московскому и всей Руси Кириллу с Днем патриаршей интронизации.
Ваш труд и духовные качества во многом способствуют упрочению гражданского мира, а также сохранению межконфессионального мира, сказано в поздравлении. Убежден, что взаимоотношения с Русской Православной Церковью, оказавшей народу Южной Осетии неоценимую помощь, будут укрепляться и развиваться, отмечает Талан Гаглоев. Продолжается строительство нового моста в селе Корнис. Старый окончательно вышел из эксплуатации в результате паводков прошлого года. Новую переправу планируют сдать в эксплуатацию весной текущего года. Подробности в следующем репортаже. Работы по бетонированию моста в селе Корнис Наурского района, начавшиеся в сентябре прошлого года, подходят к завершению. Строительство нового моста было запланировано на 2025 год, но после паводков летом прошлого года переправу признали опасной и закрыли для движения автотранспорта. Тогда же был демонтирован старый мост и изменено русло воды. На время строительства здесь обустроили временную переправу. Слева, справа 6-метровый, да хидания далек форсудундарный, котом манадию такая заливотка инжестан. Практически сейчас тестовали он старый регуляционный дозоди или еще пор. 3-метровый, 6-метровый, стейноджию 6-метровый, 3-метровый. Ну да в процессе мана володунул, он тентахса, мана ходун заливотка, шанаджи одам шауи. Паводками вследствие ливней размыло дорогу и снесло мост. Несколько сел оказались вне зоны доступности, и, соответственно, строительство моста в селении Корнис стало необходимостью. Это шолом фасада дома. Повторно, зандимат возле число и кавдома митко дева тынес сюда буркута. Рабочие трудятся ежедневно, в результате чего объект будет сдан уже этой весной. Бригада строителей обеспечена всем необходимым. Дони зерна кусам, по технику дар шухнистам, дар материал таниши ингредиенты на молше дари во время молше патарол мотор андара. Просто меня разгецелов так тарит канестей. Захтар шудар хозат таума. Кецелен сюда баттак утахафал айманишо. Мана главный это рапора мода момент хошой. Ма индорови фазек вечер, это уже вечер нехащин. В ближайшее время завершатся работы по бетонированию. Далее установят опоры под пешеходные плиты, проведена стяжка и будут обустроены подступы к мосту. После этого здесь уложат асфальт и установят перила. Мост соединяет села района Корнис, Цорбис, Сихьят и Алагуат с республиканской трассой Схинвал-Знаур. Лена Газаева, Регина Черткоева, Ренат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Дети, которых недавно забрал 41-летний житель Схинвала, до этого выстрелив в ногу супруги, здоровы и возвращены матери. В настоящее время милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в противоправных действиях, сообщают в Управлении внутренних дел. В дежурную часть УВД города Схинвала поступило телефонное сообщение о том, что житель города Схинвал пришел домой к своей бывшей супруге и причинил огнестрельное ранение и забрал детей. По горячим следам было установлено транспортное средство. Машина была задержана, доставлена в Управление внутренних дел города Схинвала. Им оказался местный житель, который занимается частным извозом. Он был опрошен. Во время опроса было установлено место, куда он их отвез. Данный район был перекрыт силами и средствами Министерства внутренних дел с привлечением отряда милиции особого назначения. Также была обеспечена безопасность матери. С детьми была выставлена круглосуточная охрана ее домовладения. И эта охрана будет осуществляться до тех пор, пока мы не задержим данного правонарушителя. Минздрав республики сообщил об испытуемой отделением трансфузиологии РММЦ необходимости в донорской крови. Между тем, как отмечают на станции переливания крови, потребности здесь осиливают благодаря устоявшемуся донорскому потенциалу активных доноров из представителей силовых структур. Анжела Кукоева продолжит. У нас было расставлено по группам. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот. Третья, четвертая, первая.
И вторая еще у нас. То есть запасы крови у нас достаточно. Ну, третья, четвертая поменьше, но пока есть. В последнее время количество желающих стать донорами снизилось, отмечают на станции переливания крови. Но несмотря на это, потребности в крови станция осиливает благодаря активным донорам. Почти каждый день донорская кровь спасает жизни людей. Среди них есть и получившие тяжелые травмы в ДТП, роженицы. Она помогает в лечении пациентов с острыми и хроническими заболеваниями крови. У нас всего доноров 171. В прошлом году их было 200. Сейчас уменьшилось. Почему? За счет того, что многие силовые структуры, они же участники СВО, уменьшилось количество их. Вот. Но все равно план по крови мы выполняем. Даже перевыполнили 3-4 раза за счет активных доноров. Станция круглосуточно взаимодействует с Республиканским медицинским многопрофильным центром. Благодаря быстрой реакции службы переливания крови и запасам, врачам-хирургам и станции скорой помощи удалось спасти жизнь и молодого человека, нанесшего себе огнестрельное ранение. Недавно, 11 или 12 января, был прецедент, огнестрел, да? Вот. Ну и тогда все очень хорошо пришли, но мы 10 доз дали. Из них около 5-6 доз плазмы. Плазма у нас всегда заморожена есть. И остальное РЗ, сермасса и несколько доз цельной крови. Вот. При таких случаях, конечно, когда нужна цельная кровь именно запрашивать, тогда бывают проблемы. То есть в экстренном порядке нужно донора находить. Вот. Но мы все равно справляемся. Для каждой сданной дозы крови здесь в лаборатории РБМЦ проводят исследования. В среднем на это уходит около 2 дней. Кровь обследуют на наличие вирусов ВИЧ-инфекции, гепатита Б, гепатита С и сифилиса. Допустим, сегодня донор пришел, мы делаем все пробирки для анализа, и только на следующий день или через день мы все вот это получаем. Поэтому вы сами понимаете, что сразу же, допустим, если нужна кровь, да, не обследованную, ни одну дозу я не выдам. Как отмечает кандидат медицинских наук, врач-трансфузиолог Светлана Хугаева, все заявки, которые поступают на станцию переливания крови, исполняются в полном объеме. Каждую дозу крови разделяют на компоненты, и затем пациент уже получает именно тот компонент, который ему нужен. Каждый день мы осуществляем заявки. Заявки каждый день, особенно от ургентных служб, то есть это ЦАЛИТ, хирургическое отделение, отделение роддома. Вот. Запасы крови у нас есть. Но они недостаточные. Запасы крови плазмы у нас есть. Ее замораживаем, и она хранится год. Сейчас мы уже начали делать С-200. Вот. Есть еще и масса, и С-200. Она хранится меньше, только всего месяц. Поэтому из-за таких малых сроков хранения ясно, что и у нас заявки бывают ежедневно, их недостаточно. Сдавать кровь рекомендуется не чаще, чем раз в 2 месяца. Люди, которые часто сдают кровь, а это в основном сотрудники силовых структур, занесены в список почетных и активных доноров. У нас их 27 почетных доноров, которые никакие льготы не получают. Кроме почетных доноров есть еще активные, которые 4-5 раз в год сдают активные. В основном это работники служб силовой структуры, кто именно госохрана, погранстрой, потом МВД, ФСБ. Ну, они молодцы, они всегда откликаются. После донации каждому донору выдается справка, которая дает право на 2 оплачиваемых дня отдыха. Сдача крови для спасения жизни – это современный общечеловеческий гуманный акт здоровых людей, достойных глубокого уважения. Анжела Кукоева, Рауль Кочиев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Осетинские добровольцы и военнослужащие с честью несут службу на передовой фронтов специальной военной операции. С батальонами Осетия и Алания работает военкор Георгий Мамсуров, который сообщил об успешном продвижении российских войск. Яна Плеева расскажет подробнее. Защитники наступают на южном участке фронта. Георгий Мамсуров, вернувшись с запорожского направления, рассказал в прямом эфире телеканала «Звезда» об ожесточенных боях на подступах к окопам, показав видеокадры с места. Георгий, редактор подсказывает, что ты принес свое видео, которое хочешь показать и объяснить, что мы на кадрах видим. Пожалуйста, тебе слово. Да, это видео работы диверсионно-разведывательного отряда нашего «Алания». Это видео показывает нам, какая сейчас война у нас на запорожском направлении. Мы видим, как ФПВ-коптер поражает важнейший узел наблюдения противника. Он находится на ЛЭПе.
Здесь мастерство оператора демонстрируется, собственно, он облетает, мы получаем информацию, и он этот лэп сбивает. Причем эту камеру мы не могли поразить несколько недель. Работал рэп противника, и в те редкие минуты, когда его отключали для того, чтобы поразить, собственно, отработать противнику, отработали вот наши бойцы из диверсионно-разведывательного отряда «Алания». Да. По словам военкора, российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу противника и сейчас добивают и так уже серьезно просевшие по всем показателям ВСУ на всем протяжении 1000-километрового фронта. Штурмовые действия ведутся на юге в Запорожской области. Это не те штурмы, отмечает Мамсуров, которые демонстрировали механизированные бригады ВСУ. Это аккуратное постоянное продвижение. Единственная точка, где противники еще имитируют попытку прорыва вперед. В остальных точках Южного фронта ВСУ остаются защищаться. Чем сегодняшние боевые действия зимой отличаются, например, от прошлогодних? Первое – это очень серьезно вырос профессионализм тех, кто работает сейчас на линии боевого соприкосновения. Огромное количество беспилотной авиации, высокотехнологичные средства, такие как вот такие купольные камеры. На самом деле результат долгих недель подготовки, и вот он результат. Украина, как отмечает военкор, испытывает проблемы на каждом участке фронта. По сообщениям штурмовиков добровольческого корпуса, наши бойцы обходят Богдановку, что за Артемовском, и выходят на Часов Яр. Это важнейшее направление. Пленные рассказывают, что тактика ВСУ сейчас заключается не в обороне и атаках, а в нанесении максимального ущерба российским войскам. Георгий Мамсуров также отмечает, что идут позиционные бои. Перекидывая свои силы, ВСУ дают возможность вооруженным силам России продвигаться вперед. То, что происходит на Авдеевке последние 2 месяца, можно никому не рассказывать. Там тоже работают штурмовики добровольческого корпуса, в том числе в составе подразделений Министерства обороны. Оттуда тоже я получаю информацию. И для того, на самом деле, туда противник сейчас перекидывает все, что у него есть в тылу. Все, в том числе с Запорожской области. И как раз-таки вот эти вот истончения фронта, которые он себе позволяет, перекидывая войска на те направления, позволяет нам потихонечку поддавливать его. И сейчас отпускать нельзя. Поэтому работа продолжается ежедневно. Эшелонному полку 58-й армии присвоено звание гвардейского полка после мастерски выстроенной эшелонной обороны на Ореховском направлении. По словам военкора, именно об эту оборону и были разбиты ВСУ. Яна Плиева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. На Цхинвальский каток в этот раз смогла попасть ребятня из Наурского района. Стелла Бязарова с места притяжения зимы 2024. Ледовый каток в Цхинвале посетили дети из Наурского района. Ребятня весело провела досуг на самой популярной развлекательной площадке в последнее время. Большинство из них встало на коньки впервые. Впечатления у детей самые яркие. Я впервые стала на коньки, очень сложно. Кататься не умею в первый раз. Освоиться на льду детям помогают инструкторы. Для начала их учат правильно стоять на коньках, держать равновесие и, что самое главное, не бояться. Ребята быстро схватывают информацию, и уже через 15 минут освоения коньков многие из них свободно катаются на льду. Падения, конечно, неизбежны, однако желание уверенно стоять на коньках заставляет забыть о сложностях. Автопода коттай манчону. Мохаман чондарна. Сустади зохрдан уверен. Аюшал дар хоттар уж я хоттар. Кон зохрин подок маркона шал мазарда тих пашеди. Ма бошин гутун. Мен роштаф ма назит фали не ведь савозтын. Мастер будет я работал уже. Очень нравится кататься на коньках. Я раньше просто на хоккей ходил, и умею хорошо кататься, мне нравится. Ребята провели на ледовой площадке более 3 часов. Помощь в организации поездки 30 детей оказало руководство района. На каток в основном приехали учащиеся школы поселка Знаур. Однако поездки будут организованы и для учащихся сельских образовательных учреждений.
Norod miesto sa chystá na fakostis, a všetko somol chutos ima bonchos chutom šamajdi do noči dojít. A car chutom, no mana sa chýl chavsenč chudenč chozenč šikanenč, dortar dar chant kanam, kode kanam šamajca nođer kanam šoldar choti, chot monafala šoldar chote chudnin ganan kan, umagas kaca kanjistam maca, ofta il chavsen kanjistam chudin kanjistam na vunšo havi. Ледовая площадка в Пионерском парке стала излюбленным местом зимнего времяпровождения. Сюда приезжают дети из всех районов Южной Осетии. Веселый досуг организуют и для детей из других районов республики. Стелла Бязарова, Азамат Кодзе, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 6, ночью минус 2. В Дзауском районе днем плюс 3, ночью минус 2. В Квайсе днем плюс 1, ночью минус 4. В Ленигорском районе днем плюс 4, ночью минус 2. В Цхинвале днем плюс 4, ночью минус 1. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания.